Здравствуйте! В эфире новости. В студии Анжелика Межоева. И коротко о главном. Один из самых почитаемых праздников у православных в России. Как в Ингушетии отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы. К одному из главных праздников готовятся и мусульмане. Завтра Курбан-Байрам. Как в Ингушетии верующие выбирают жертвенных животных. Чем живут студенты из Ингушетии, которые обучаются в столичных вузах? Постпред республики при президенте Ваха Яблоев встретился в Москве с молодежью. Приобретение медицинского оборудования, строительные проекты в республике, предстоящий визит главы Ингушетии в Карелию. Эти и другие вопросы обсуждались на встречах, которые провел сегодня Юнусбек Евкуров. С подробностями Лейла Гайсанова. Глава Ингушетии и генеральный директор оздоровительного центра Масимова Кажимкан Масимов обсудили вопросы диагностики и лечения онкологических и легочных заболеваний. Специально для этого он прилетел в республику из Казахстана. Юнусбек Евкуров распорядился до конца месяца представить предложение по заключению соглашения с центром о приобретении оборудования для лечения онкобольных. Их специалисты будут содействовать в приобретении аппаратов, их использовании, обучении медицинских работников и лечении онкологических заболеваний. Чем раньше мы определяем заболевание, тем легче лечение. В связи с этим в международном плане мы помогаем другим странам, чтобы вообще приостановить это заболевание. Допустим, туберкулез, если не остановить, он будет распространяться далеко по всему миру. Затем глава субъекта провел встречу с комиссией, которая отвечает за строительство высотных зданий, автомобильных дорог и подземных коммуникаций. Юнусбек Евкуров распорядился представить проект, по которому будет проходить работа. В планах руководства Ингушетии строить дома высотой от 14 до 24 этажей. При их возведении должны соблюдаться все нормы безопасности. Мы сейчас выходим на второй этап, или на следующий этап. Высотные дома. Здесь нам надо очень серьезно смотреть, комиссионно. Какая сейсмика, где какой дом должен стоять, как он должен стоять. То есть во всех направлениях, и в архитектурном плане, и в безопасном плане, во всех направлениях. После Юнусбек Евкуров встретился с представителями диаспоры из Санкт-Петербурга и Карелии. Те рассказали главе об их участии в жизни представителей ингушского народа. Речь шла о том, что каждый должен заниматься своим делом. Про религию может говорить тот, кто имеет на это право, а не каждый, кому там пришло в голову. Услышал где-то проповедь имама, понял так, как ему надо понимать, и начинает это все вбивать в голову. Тем более, я пораду больше. Я сам лично слышал, видел даже. Не надо. Каждый должен себя заниматься. Экономикой должен заниматься экономист. Если вы как постпреды там находитесь, занимаетесь своим делом, то будет неправильно, если какой-то другой человек начнет вашими функциями заниматься. Так или нет? Это будет неправильно. И все, кто поехали под видом учебы числиться в университетах, посмотреть по успеваемости, посмотреть по посещаемости. И если они не посещают, не успевают, отчислить их и вернуть обратно домой. А не так, чтобы они там их испортили, и в конечном итоге завтра их куда-то втянут. Представитель делегации в Карелии Магомед Матиев доложил главе, что предприниматели из этой республики хотят работать в Ингушетии. Также обсудили предстоящий визит Евкурова в республику Карелия. Лейла Гайсанова, Сулумбек Аздоев, Новости 24. Сегодня православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он особенно почитаем в России, хотя корнями уходит в Грецию. О самом празднике и о том, как отмечают его жители Ингушетии, в сюжете Дали Приевой. По преданию, начало празднику положило событие, произошедшее в 910 году в Константинополе, во Влахенском храме, где хранились ризы Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс. В то время Константинополь был осажден сарацинами. Все надежды на спасение жители возлагали на икону Богородицы. Во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое покрывало, покров. Ее дивное явление ободрило и утешило греков. Собрав последние силы, они победили сарацинов. С этого момента православные уверовали в чудодейственную силу иконы. И ежегодно праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают православные всего мира. Не остались в стороне прихожане храма Богородицы в сельском поселении Орджоникидзевском. Татьяна Воронина отмечает этот праздник ежегодно. В храм приходит помолиться и послушать батюшку. Ну, ритуалы какие? Богослужение основное. Служба, потом гадость
водосвятие. В общем, вот это во время службы как раз все это и происходит. Я желаю всем православным, чтобы они приходили в церковь, вот, молились Пресвятой Богородице, и Иисусу Христу, и Господу нашему. В этом году на богослужение приехал епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. Он поздравил прихожан и отметил важность этого дня для всех православных. Сегодняшний праздник именуется праздником Покрова Пресвятой Богородицы, потому что наш храм освящен в честь этого события, в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В Валахемской церкви в свое время, когда осаждался город, православные люди и все проживающие в городе собрались в этот собор и молились Пресвятой Богородице Покрову, чтобы она их сохранила. На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов. Далее Плива, Сурхо Кусиев, Новости 24. Ну а мусульмане всего мира готовятся к завтрашнему празднику жертвоприношения Курбан-Байрам. Это один из главных праздников в исламе. Он отмечается в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Как проходит подготовка к предстоящему празднику, в сюжете Светланы Томовой. В канун праздника мусульмане обычно едут на рынки и покупают животных для жертвоприношения. Немало посетителей и на рынке в Икажево, где в эти дни завезли особенно много животных для продажи. Адам Костоев торгует здесь уже не первый год. Говорит, что цены по сравнению с прошлым годом значительно ниже. Не завышать их в преддверии священного для мусульман праздника дал указание Юнусбек Евкуров. Люди, которые живут в квартирах и не имеют возможности совершить ритуал, просят продавцов зарезать животное и там же на рынке его разделать. Люди очень довольны, если честно. Спрашивая цены, удивляются ей. Продажа в эти дни идет хорошо. Цены мы не повышаем. Жертвенное животное должно соответствовать следующим требованиям. Овца и коза возрастом не менее года. Буйвол и корова 2 года. Верблюд не менее 5 лет. Животное должно быть здоровым, без существенных изъянов. Допускается отсутствие нескольких зубов. Хвост, глаза и другие органы должны быть целыми. Желательно, чтобы животное было упитанным. Со слов покупателей, продавцы идут навстречу и сбрасывают цену. Цены ниже в этом году. Действительно, то, что я покупал в прошлом году и в этом, разница большая. Каждый год покупаем, каждый год. Это обязанность каждого мусульманина брать, покупать баранов, резать. То, что обычай положено. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных, животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту Сирату. Преодолеть его верующий сможет лишь на спине животного, принесенного в жертву. ما عمل آدمي عملا أحب إلى الله يوم النحر ما عمل آدمي من عمل أحب إلى الله يوم النحر من إهراق الدم آدم تهينو تعيد دينا يا غربا عيد دينها يا غرب دش خان غرب دش سي عم وقدر الضاقاد ولش تل الله الضاقاد يزش عمل حمية شان سدينها اسفياهد تدينها اجر الله دقا يزش اجر الله غرغ يزغ يولج يولا عمل شان غربدر وانه لتاتي يوم القيامه ان بيمر عليه الصلاه والسلام اتسو غرب دين دولج دول اصحيبه قوان دول قيمه دينه دال السق ميزان ترز وتاتو يا يولج ديك عملج هو عملج اوز ان دال دحل والباچل تيحغه تمتي اتسو غرب دين دولج دول حيبه حدحل دول دتسنه بقرونها واشعارها واذلافها تون ديغا مليالا يولجو معشي ديغا يولج ديغا ملبيالا بول تشوشي ديغا بولج تون ديغا يولا يولجو بركشي ديغا يولج اسبياهد تحق ايشم باتش اي بدواتش ضد دولج دال الصغور بندين دولج دول حيب حق دول دي حق وتددتون وان الدم لا يقع عند الله بمكان قبل ان يقع على الارض يلجنو عليه الصلاه والسلام تدع از ديال شي دع يغرب ددق از ان از غرب دي ان لارها از عتون ارس حقا السن تدم لا تعبوج لح
دال اسحق غرب قابل ديدا إيتا لا استدم عبولة دال قرقش يبوج بيجش مهتي بوج بحن استدم فطيبوا بها نفسا إلى صوت إهرتي. Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам – один из главных праздников мусульман. В этот день верующие поздравляют друг друга, дарят подарки, раздают милостыню нуждающимся. Если в обычные дни приверженцы ислама и так не должны обделять вниманием своих единоверцев, то в этот день поддержка ближних должна возрасти в несколько раз. Светлана Томова, Ахмед Чербижев, Тимур Карахоев. Новости 24. Министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии выступило инициатором очередной благотворительной акции. На этот раз помощь была оказана семье Мержоевых из села Верхние Очелки. Подробности у Фатимы Кариевой. Аза Мержоева – мать 6 детей. Месяц назад дочери Азы поставили диагноз сахарный диабет. Женщина бросила все силы на ее лечение и обратилась к руководству республики. И вот спустя неделю она вместе с дочерью встречает гостей, которые привезли им все необходимое. Аза рассказывает, из-за отсутствия холодильника ей часто приходилось выбрасывать инсулин, необходимый для лечения дочери. Теперь такой проблемы нет. Решается вопрос с образованием дочери Азы. Из-за слабости девочка перестала ходить в школу. Заместитель председателя правительства Хаваж Дарстигов пообещал, что на этой неделе ей будет обеспечено дистанционное обучение. Привезут компьютер, наладят интернет. Также другим детям Азы привезут учебники, школьные принадлежности и обеспечат их теплой одеждой. И в дальнейшем будет оказываться эта помощь. Думаю, что таким семьям всегда будет уделяться внимание со стороны и правительства, и главы республики. Аза надеется, что ее дочь в скором времени вместе со своими сверстниками пойдет в школу, а пока девочка будет проходить лечение в больнице. Фатима Кариева, Рахман Цуров, Новости 24. В парламенте Ингушетии прошел прием граждан по личным вопросам. Председатель Народного собрания Магомед Татриев в течение 2 часов общался с посетителями. На встрече обсуждались различные вопросы. Например, можно ли назвать улицу в честь священнослужителя сельского поселения Сурхахи Усмана Муцольгова, или о привлечении к ответственности врачей, по ошибке которых жительница Чермена стала инвалидом. Также спикер парламента принял вынужденных переселенцев из Северной Осетии. Магомед Татриев пообещал, что все просьбы и обращения в скором времени будут рассмотрены. В постпредстве республики при президенте России в Москве собрали студентов из Ингушетии, которые учатся в столичных вузах. Встречу провел постоянный представитель республики Ваха Евлоев. Что обсуждали, знает Зарина Матиева. На встрече обсуждали успеваемость студентов, их общественную деятельность и другие вопросы, касающиеся учебы. В ходе беседы Ваха Евлоев призвал молодежь в полном объеме овладеть знаниями, чтобы впоследствии из вас получились квалифицированные специалисты. Мы были лидерами. Это лидерство нельзя упускать, надо быть лидером, надо быть сильным. Если, как вот он больше сказал, профессиональное отношение должно быть профессиональное. Если ты врач, ты должен быть таким врачом, чтобы тебя спросили, как это все у тебя получается. Постпред акцентировал внимание присутствующих на том, что ингушам присущи лидерские качества, и привел к примеру наших олимпийских чемпионов, добившихся больших высот в спорте. Я помню момент, когда мы были в Пекине на Олимпиаде, и у нас 8-й день не было олимпийское золотое золото. И когда Манки вышел, и он сделал чудо невероятное. У нас есть эти лидеры. Также и Рахим Чахкиев, те же ребята, которые сегодня, и Белхароев, и вот Евлоев, сейчас Муса, который чемпион, и Костоев, много, и Магушков, дзюдоисты, вот сейчас Халмурзиева братья. Великолепно выступили на гран-при турнире. Это горячо. Почему? Потому что я доел мигец, пока есть возможность, пока у тебя есть силы и так далее. Хусейн – студент 5-го курса Государственного университета управления. Помимо того, что Хусейн занимается учебой и научной деятельностью, он также является председателем землячества Государственного университета управления. Я еще принимаю участие активное в студенческом землячестве, вообще в социальной политике нашей республики. Я уже 2-й год являюсь председателем землячества Государственного университета управления. Вот мы создали такой сплоченный, дружный коллектив у нас в университете, где мы обсуждаем различные вопросы, которые интересуют нас и которые важны для нас, для студентов, которые приехали из Республики Ингушетия. Также способствуем их адаптации к новобранцам, которые к нам приехали.
и способствуем, и также всяческим образом помогаем им, объясняем, направляем, даем всяческие советы и проводим различные мероприятия, в том числе участвуем в фестивалях, в других выставках национальных, культурных и так далее. По спредстве я первый год, правда, потому что на первом курсе я не особо об этом всем знала. Как бы пришла, но уже прихожу третий раз, но чувствую себя как дома, потому что коллектив такой дружный, ребята все общительные, активные, как бы на удивление, наверное, немножко мне. Вот. Ты чувствуешь какую-то поддержку? Ну, и сейчас стало легче, потому что как бы чувствуется поддержка с той стороны, что вот если какие-то проблемы появятся, я знаю, что я смогу позвонить, попросить помощи, что мне помогут. На самом деле стало легче как-то чуть-чуть учиться, обстановка разрядилась потихоньку, хотя на первом курсе особо каких-то проблем не возникало у меня, но все равно мало ли что в жизни бывает. В завершении беседы Вахас Уланбекович отметил, что студенты могут в любое время обратиться в постпредство за помощью по каким-либо вопросам. Зарина Матиева, Магомед Урусханов, Новости 24. На стадионе в Орджоникидзевском состоялся открытый урок физкультуры для старших классов. Ученики сдавали нормативы по легкой атлетике. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Аси Ведижевой. Начался урок с разминки. Затем ребята подтягивались на турнике, а после пробежали 100-метровку. Результат на пятерку – 13,6 секунды. С этим заданием справились почти все. Ребята почти все уложились, даже на отлично уложились, а один человек на хорошо. Учителя говорят, уроки физкультуры школьники посещают с удовольствием и занимаются с полной ответственностью. Мог бы и лучше, честно говоря. Все остальные лучше, чем были раньше, в 9-10 классе. Это 11 класс, нам скоро поступать. Пытаемся показать себя, пытаемся чего-то нового научиться. Повседневные тренировки в спортзале. Это и тяжелая атлетика, это и баскетбол, и волейбол. Мои увлечения – это волейбол. Бывает очень интересно. Мы много занимаемся в спортзале, на стадионе. У нас очень хороший учитель Исмаил Ибрагимович. Он нас очень хорошо тренирует. Проверка уровня физической подготовки учеников необходима не только в учебных целях. Она позволяет определить, годятся ли ребята для воинской службы. По поручению главы Республики Евкурова нами Министерством спорта Республики Ингушетия были разработаны новые нормативы для учащихся 9-11 классов. А также нами были разработаны армейские нормативы для тех, кто будет поступать в высшее учебное заведение. Мы эти нормативы разосланы во всех учебных заведениях школы республики, СУЗы, ВУЗы, колледжи и Горский кадетский корпус. Судя по занятиям, ребята готовы к службе. Ася Ведижева, Адам Щебилов, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.